ли творческая задумка, то ли такое видение юной художницы позволяет Малике Аушевой на белом листке бумаги нарисовать цветок черным фломастером. Волнение к предстоящему конкурсу на лучший цветок она скрывает, как искусная актриса. Такой недуг, как эпилепсия, Малику не останавливает нисколько. Напротив, любовь и забота ее мамы придают все больше сил на дальнейшие творческие достижения. Малике будет 7 лет, она любит рисовать, любит учиться. Хотя она в школу не ходит, но она сама дома старается. Меня просит, брата, сестренку просит, чтобы мы буквы написали, например, или чтобы мы примеры тоже. И сидит сама решает. Проблема социальной адаптации таких детей очень актуальна и в наше время. Детская инвалидность становится серьезным препятствием, ведь в начале своей жизни малыш учится многому, открывает для себя мир новых и незнакомых явлений. Важно отметить, что такой термин, как «ребенок-инвалид», считается грубым и агрессивным, а в ряде европейских стран даже никогда не употреблялся. Дети с ограниченными возможностями или дети с нарушениями показывают сегодня присущие им искренние эмоции и самое чистое, естественное веселье. По-настоящему наивное и лишенное всякого негатива. Добро вернется бумерангом. Пусть день начнется с доброты, и выйдет солнышко в ненастье. И этим самым, друг мой, ты в мир принесешь немного счастья. Игры особенных детей – это целая развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями. Республиканский реабилитационный центр и клуб добрых людей, богатый стратегиями шахматных боев, талантливыми художниками, а также настоящими поэтами, которых муза, кажется, не покидает ни на секунду. Я люблю играть в шахматы, это очень интересно, и я люблю ждать. Если долго-долго-долго в самолете нам лететь, если долго-долго-долго на Россию нам смотреть, то увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы, ленты рек, озера, горы. Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, и поймем тогда, какая наша Родина большая, необъятная страна. День особых людей отмечаем, тех, чьи судьбы не очень легки. От души вас сейчас поздравляем, вы герои великой страны. Я рисую двое лебедей, которые делают сердечко. Да. И я начинала с их тела, потому что если я начну с головы и с лица, то я не пойму, что я нарисую. Для маленьких и одаренных свои песни подарили и звезды ингушской эстрады. Завершением игр стало награждение отличившихся в конкурсах, грамоты и призы за лучшее исполнение песен и стихотворений, а также награды за лучшие рисунки и не только. Всем собравшимся раздали подарки. За первое место в конкурсе на лучший рисунок в рамках мероприятия «Игры особенных детей» награждается Алдыганова Элина. Умничка, детка. Вот такой подарок. Можешь рисовать. Детям с ограниченными возможностями необходима помощь и поддержка не только от родителей, но и общества в целом. По словам Адама Итазова, улыбки на лицах детей – не что иное, как долгожданный итог этого дня. Мы видим, что нам удалось осуществить то, что было задумано нами. Мы увидели на их лицах улыбку радости. Устраивать побольше таких светлых дней в их жизни можно, просто поверив в них. Мы не должны забывать, что люди с ограниченными возможностями могут все или почти все. Главное им в этом помочь. Радат Хулухоева, Адам Мережкова, Асхат Белакиев, Новости 24.